Примерно в этом месте стая бродячих собак вчера вечером напала на 7-летнего мальчика. Сегодня утром сюда приезжала служба отлова безнадзорных животных. 3 собак отловили, но, как видим, некоторые из них до сих пор сидят у ворот этого дома. За забором тот самый домик, который семья из Сыктывкара сняла, чтобы отдохнуть в Казани. Вечером родители и 2 детей возвращались сюда из скайпарка. В какой-то момент 7-летний мальчик убежал вперед, и там на него напали собаки. Мальчика с серьезными травмами госпитализировали в ДРКБ. У ребенка имеется множественные укушенные раны практически всей поверхности тела. Это и голова, и туловище, и конечности, зона промежности. Операция продолжалась несколько часов, потому что в операции участвовали как детские хирурги, так и нейрохирурги, и лор-врачи. Состояние ребенка в настоящее время стабильное, ближе к средней степени тяжести. Собак, которые гуляли в лесопосадке Лебяжье, увезли в приют. Их стерилизуют и привьют от бешенства. Завтра у нас также будет выезд, и всю следующую неделю будут у нас сотрудники выезжать, пока полностью все не вычистят. Независимо, биркованные, не биркованные. Все собаки, которые находящиеся на Лебяжьем, будут помещены к нам в приют. В прошлом году в районе озера Лебяжье поймали всего 19 собак. 14 выпустили обратно. В этом отловили 21. 4 агрессивных оставили в приюте. Последняя заявка с территории Лебяжья, по данным Рустема Нуруллина, к ним поступала 20 апреля. Все ли сделано, чтобы в этом районе было безопасно, теперь выяснят следователи. Уголовное дело следком возбудил сразу по 2 статьям. По версии следствия, нападение собак на мальчика стало возможным из-за того, что пока не установленные должностные лица администрации Казани, Главного управления ветеринарии и другие организации нарушили закон и несвоевременно отловили собак. Возбуждено уголовное дело по факту халатности, а также по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход и расследование уголовного дела прокуратурой взяты на контроль. Кроме того, прокуратурой организована проверка деятельности организации, занимающейся отловом безнадзорных животных. С начала года в Татарстане от укусов собак пострадали больше 1000 человек. 2 ребенка оказались в реанимации. В начале мая президент дал распоряжение навести порядок. Отлавливать животных, строить приюты, усыплять собак запрещает федеральный закон. Как нам сегодня сообщили в управлении ветеринарии, из 46 муниципалитетов Татарстана приюты есть лишь в 12. Тем временем в этом году на отлов и содержание республика из бюджета выделила 57 миллионов рублей. Но и они осваиваются очень медленно. На 1 мая израсходовали всего 12%. И наше пожелание: исполкомы должны вот эти выделенные средства своевременно освоить. Могут и в Казань, могут и другие приюты, у которых имеется возможность. Просто надо находить, надо работать в этом плане, чтобы собак было меньше. Пока же получается парадоксальная ситуация. Средства на отлов есть и приют в Казани, однако ситуация только усугубляется. Означает ли это, что стерилизация не решение вопроса? Тогда что же решит проблему? Юлия Гоголева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.